Тут уже второй сток. Вот где мы прошли, там один сток стоял. На обратном пути поснимаю, может. Ну и здесь еще один сток. Там все оставили, не скошено. Хотя там поля вот кругом. Только возле избы скосили. Это у соседей изба. Вот еще как выглядит умывальник. Здесь кострище. Ну, в принципе, порядок, чистота. Большой огромный стол. Так вот. Трубы, стойка. Стол, конечно, мощный. И за этим столом я, бывало, сидел вместе с ними, обедал. Были какие-то года, когда я им тоже помогал. Ну, один или два раза. Я один раз стол еще помогал там делать. Потом еще приходили несколько раз. Было дело. Вот за этим столом мы и сидели. Вроде эти плахи те же самые, старые, древние. Я обычно всегда пишу что-то там Олег или еще. После армии горы начал рисовать, а так обычно Олег писал. Здесь вот какие-то надписи Машка. Вот, тоже. Этот парника. Ну да, это уже прослужит несколько лет. Лет 10. Но все равно они на солнце. Это старый парник вроде. Что-то меняли. Вот. Материал. Но они ломаются. То же самое. Они на солнце. Они вон. Как трещины. Так что парник за 25 тысяч тоже покупать, думаю, смысла вообще я не вижу. Ну, сама изба вот так. Здесь одно окно. Радио оставили даже. Окно одно. Раньше было два окна, вот тут еще одно окно. Почему сейчас одно окно, а здесь второго окна нету? Потому что, ребят, перед этим, которая изба была, эта изба сгорела. Эта изба сгорела у них и построили новую. Вот. Амбар кирдык. Амбар все. Хана ему. Ну вот. Чолом заракарка. Вот такая печка тут у Николая, оказывается. Часы работают. Не, второе окно не хватает. Еще второе окно надо сделать. Вон часы там работают. Вон. 5 часов 15 минут. Чего себе. Уже 6 час. Радиоприемник. Это что, аккумулятор? Потому что... это от этих, как налобных фонариков. Батарейки там. Рапторы оставили. Целая пачка. Вот. А это что? Как пазлы вон. Прикольно. Ну, примерно так. Одеяло, матрас, все есть. Икона. Дровишки на затопку. Ну, тут ничего такого я не вижу сверхъестественное. Большой предбанник. Здесь, наверное, тоже лежанка была, может, ночевали тоже. Может быть. Ну вот. Вход интересно сделан. Спилили, чтобы голова пролезала он так. Ну, там косилка. Не убрали. Туалет вон вдалеке сделали, оказывается, они очень далеко.
Тут небольшое озеро. Поворот такой. Тоже все затапливает весной. Вот. В принципе. Вон утки. Вон утки. Бля, я и не ожидал. Ну, сейчас подойдем, они взлетят. Там 3 штуки, я их вижу. Сейчас летят. Они, вон, 2 штуки, оказывается. Обман зрения, чирки. Еще 2. Еще 2. Один нырнул. Не похоже на чирков. Какие-то интересные утки. Нырнул и не вынырнул. Подранок. Или нет? Или мамка у них. Может быть мамка, а этот еще не летает. Вон он. Опять нырнул. 4 штуки уток. Вот еще один. Это, наверное, все-таки 2 штуки, которые взлетели, это чирки были. А эти 3, это уже нырковые утки. Черники. Все, спрятались. Хитрые. Очень хитрые, блин. Ныряют и все. Не выныривают. Или где-то они возле берега, наверное. Сейчас к мамке сходим сейчас еще. Ну это мать, наверное, у них. Ее точно увижу. Тут должна быть. О, опять нырнула там. А вон он, вон он. Ух, вода какая-то зеленая. Зеленая. Зеленая вода. Ну, примерно так. Утки есть. И уже 2-й поход, и очередной раз я увидел уток. Сегодня не одну даже, а вот в прошлый раз только 1 утка была. А сейчас их несколько штук было. Это же хорошо. А молодые-то вообще хитрые. Ныряют, блин, только в путь. Рябин это сколько, да и
Черемых тут достаточно. По пути буду есть. О, кряквы 4 штуки. Вот сейчас на меня летят. 2 влево улетели, вот еще 2. Угу. А эти 2 вон туда полетели. Вон они, даже 3. Кажется, 5 штук их было. Они крупные. Лодка поднимается. Сегодня, между прочим, движуха есть на реке. Уже несколько лодок поднялись. Вихрь. Раритет. Это с Алексеевки. Егор. Ничего. И вихрь еще живой. Ух, как. Ностальгия. У нас 2 мотора было. Вих 20, вих 30. Что-то проблемы, наверное. Видать. Вроде воду не берет. А Денис где у меня? Это и есть советский мотор. Одни проблемы. Я ветерком чего только сколько мучился, блин. Ужас. Потом не заводится. Вон там еще одна утка. Короче, кто нырял, там та утка, наверное. Бухие. Сливай воду. Ой, блин. Вот-вот. Это настоящее. Ой, блин, действительно. Сколько проблем с этим мотором. Вот еще второй сток. Это настоящий сток. И не знаю, в будущем будут стога такие делать или нет, но сейчас единицы, такие, в единичных случаях можно увидеть стога такие. Они высокие были. Потом где-то полмесяца так стоит и все время оседает, оседает. И вот такие они получаются низкие. А хотя они высокие. Но мы раньше высокими делали, я не знаю.
как другие. Где у меня Денис? Ё-моё, блин. У реки нет его, здесь нет его. Значит, он пошел на избу, я так думаю. Съездим, если нету, придет. Только пули свистят. Короче, туда уже уехали. Опа, вон он, красавчик. Дарить не хочу. Поехал назад. И сейчас я проверю, есть ли тут черника. Стоит ли нам на ночь оставаться, чтобы чернику собирать. Конечно же, до нас тут тоже немало людей ходило. Очень мало черники. Очень мало. Вообще мало. Да. Не, черники мало, ребят. Такое вот место, уголок тут. Обычно ведро можно набрать. Литров 7 хотя бы. Ну, за день можно, конечно, наковырять, но не скажу, что тут да. Ладно, еще кружок такой пройду и буду возвращаться. Вот следы чьи-то. Короче, побродил я здесь. Для себя вывод сделал, что не стоит тут задерживаться. Черники мало. Вот, сейчас я поеду до избы
А там поговорим с Денисом, что он скажет. Остаться, ночевать, чтобы завтра чернику собирать. Потому что я много не набрал. Нужное количество. И донки закидывать. Ну, блин. Тоже 4 миноги. Мне хотя бы штук 20 надо. Вообще мало, блин. Меньше прошлого года даже. Вот такой пучок брусники. Да. Скоро солнце сядет уже на верхушке деревьев. Да. Ладно. Поеду до избы и там решим. Очередной гриб. Вон он. Так что местами можно гриб набрать. Попадают. Бродишь и уже можно увидеть, там собрать. Вот.